Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Житель Сунтарского района предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Мужчина избил своего дядю, а потом пытался списать произошедшее на шок. Следствием установлено, что в ночь на 1 октября 2018 года обвиняемый со своим дядей распивал спиртные напитки. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к 48-летнему родственнику обвиняемый нанес ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела, от которых потерпевший через непродолжительное время скончался. Позже эксперты насчитали на теле мужчины не менее 34 травматических воздействий. После задержания обвиняемый признал вину в совершенных противоправных деяниях, однако позже изменил показания и сообщил, что избил родственника, находясь в состоянии аффекта. Однако собранные следствием доказательства, свидетельствующие об умышленном характере причиненных телесных повреждений, подтверждены материалами дела и легли в основу обвинительного заключения. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Расследование завершено. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Свыше 17 миллионов рублей – такова сумма, которую по версии следствия задолжала государству компания из Мирного. Руководство общества с ограниченной ответственностью «Мирный стройинвест» занималось строительством. С января 2014 по декабрь 2016 года компания представляла в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. При этом доля неуплаченных налогов за 2016 год составляла более половины, что является особо крупным размером. В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, изучается соответствующая документация предприятия. Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налога в особо крупном размере». Якутскими полицейскими завершено расследование уголовного дела по хищению денег с банковских счетов жителей республики. Двое жителей Бурятии выманили у 33 граждан и одного банка более 3,5 миллионов. После задержания полицейские уговорили обвиняемых вернуть деньги наиболее нуждающимся. Сложность в расследовании данного уголовного дела заключалась в сборе доказательственной базы. Поскольку все преступления совершались дистанционно в отношении жителей Республики Саха-Якутия с территории различных населенных пунктов Иркутской области, Республики Бурятия, Хабаровского края, преступники применяли строгие меры конспирации, ежедневно меняли место своей дислокации, передвигаясь на различных автомобилях. Для осуществления звонков клиентам банка каждый раз использовали различные мобильные телефоны, сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц. Для хищения со счетов клиентов банка похищенных денежных средств использовали различные банковские карты и счета электронных платежных систем, зарегистрированные на подставных, неосведомленных о преступлении лиц. Свои личные мобильные телефоны в период совершения преступлений оставляли дома, обеспечивая себе алиби. При общении с клиентами банка старались менять свои голоса. Несмотря на указанные обстоятельства, благодаря правильно выбранной тактике проведения следственных действий, примененной методике расследования данного вида преступлений, удалось сформировать неопровержимые доказательства, в результате чего преступники пошли на контакт со следствием, и один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе расследования следствием были приняты меры по возмещению причиненных преступлениями материальных ущербов. Так, у обвиняемых были изъяты принадлежащие им автомобили. Под напором неопровержимых доказательств обвиняемых удалось склонить к принятию мер по возмещению причиненных материальных ущербов. В этом им в части помогли их родственники. Общий ущерб, причиненный в результате всех 38 преступлений, составил 3 миллиона 600 тысяч рублей. При этом в ходе расследования удалось возместить ущерб в общей сумме 2 миллиона рублей. При этом, по имеющимся у следствия данным, обвиняемые намерены продолжить возмещать ущербы до начала судебного разбирательства. Я Филиппова Майя. В прошлом году, 1 мая, попалась на уловки мошенников. Позвонили на мой номер телефона и сказали, что моя карта заблокирована. Были указаны места, где я покупала в этот день продукты, и я как-то им поверила. Они попросили номер телефона сказать, и сейчас и СМС 3 кода, 3 цифры кодовые сказать им. Так они взломали мой мобильный банк. Когда начали снимать деньги, я успела заблокировать. Отключилась и
позвонила московский общий номер банка, и они заблокировали мой мобильный банк. Таким образом, с моей карты было списано более 44 тысяч рублей. Я в этот же день сразу пошла в полицию и написала заявление на мошенников. В январе этого года позвонили из полиции. Они сообщили, что поймали 2 подозреваемых. И нужно мне подойти к ним, чтобы написать протокол дознания. Хочу поблагодарить сотрудников за ваш труд, за оперативную и слаженную работу, что вы мне вернули похищенные деньги, и большое вам за это спасибо. На этом пока все. Берегите себя и будьте бдительны в отношении своих банковских счетов.